На главной площади столицы республики состоялось посвящение кадетов. 38 новобранцев Якутской кадетской школы из 28 муниципальных районов Якутии приняли присягу. Из них 22 учащихся 7-х классов, остальные вновь прибывшие ученики 8-х, 9-х и 10-х классов. Сегодня в Якутской кадетской школе обучается 140 юных защитников Отечества. В этом году школа, основанная в 2000 году, празднует свое 18-летие. Этих ребят прежде всего есть еще такое понятие, как кадетское братство. И клятва кадета – это своего рода обязательство соответствовать стандарту кадета. Это внутренний, скажем так, торжественный момент перехода от новобранца к полноценному кадету. То есть, таким образом, человек, прежде всего, наверное, для самого себя, дает обязательство быть стойким, мужественным, и обучать премудрости, в том числе военного дела, в стенах кадетской школы-интерната. Там же на площади Ленина началось празднование Дня государственности. Для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу. На прямой связи со студией наш корреспондент Анастасия Данилова. Анастасия, приветствую. Скажите, какое настроение у горожан? Юлия, добрый день. На площади Ленина сейчас проходит праздничный концерт, посвященный ко Дню государственности Миндайтум Сахасире. На площади концерт открыл танцевальный театр танца имени Сергея Зверева национальными танцами. Также здесь будут выступать молодежные танцевальные коллективы и известные звезды якутской эстрады. Сейчас, например, свою композицию представляет очень известный певец. Народу пока не так много, я думаю, потому что они находятся на завершении других мероприятий, которые идут параллельно ко Дню государственности. Народ только собирается, а погода располагает. Давайте поговорим с одним из жителей. Здравствуйте, с праздником! Здравствуйте! Что для вас означает этот праздник? Этот день для меня многое значит. Это день молодежи. Хочу поздравить всех с этим Днем государственности и желаю всем счастья, благополучия. Ну а я хочу напомнить, что сегодня в 12 часов дня открылся сквер учителей. Также возлагали цветы памятникам великих людей. А наш праздничный концерт завершится флешмобом молодежной ассоциации, которая также является танцевальным ансамблем «Автобус радости», в котором мы обязательно примем участие. Юлия? Спасибо, Анастасия. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Анастасия Данилова.